Друзья, всем привет! Меня зовут Мадьяр, я из Казахстана и снимаю для вас сегодня свой новый очередной мукбанг. Это не запланированный мукбанг, я вообще не собирался сегодня снимать. Вы же знаете мою статистику, что я там, мое вернее, как я снимаю видео, что я там снял одно видео, пропадая на несколько недель, да? И вот я решил сегодня снять незапланированное видео, так скажем. У меня сегодня наивкуснейшая домашняя самса. Вот такая хрустящая, горяченькая. Вот такая вот, знаете, золотистая корочка. Но это просто кайф. И у меня, значит, соленые огурцы и помидоры. Приятного вам аппетита. Если вы собираетесь кушать. И чай. Возьмем это, да? Я знаю, что есть несколько видов сам, самцов. Есть несколько видов самсы. Правильно сказал, да? Неправильно, правильно сказал. Но у меня сегодня с фаршем, с луком очень вкусно. И, конечно же, в сам сер. Самое главное тесто, я думаю. Очень вкусное. Сразу скажу, что видео будет короткое, по-моему. Потому что у меня тут немного. Думаю, не будет недолгое видео. Пока я кушаю, я хотел бы с вами обсудить обсудить такое явление, или как их даже назвать. Это, знаете, пранкеры. Я прочитал, сегодня ехал в автобусе, прочитал новость, что в Алмате какой-то пранкер, какой-то пранкер в метро начал кашлять там на людей, делать вид, что он болен коронавирусом. И, значит, его на днях, вчера или сегодня, значит, заявили на него дело, типа, мелкое хулиганство. Вот вам честно скажу, мне эти пранкеры не нравятся, никогда не нравились, потому что они вот за счет дешевого хайпа, да, хотят стать популярными. У кого-то и получается, согласен. Но во время, когда вот по новостям, да, вот по социальным сетям везде этот коронавирус там или какая-то другая там, не знаю, болячка, да, муссируется, они еще это подогревают, то есть они подливают масло в огонь, и они начинают, значит, вот эти вот проводить разные пранки, что там, что в России, да, там вроде снимали, что человек типа терял обморок, в обморок падал, вернее, значит, чихал громко, говорил, что у него температура, ну, типа, говорил, что у него коронавирус. И, конечно, люди там убегали с автобуса, с метро, там из метро, да, ну, каждый потому что хочет жить, скажем так. Вообще, я отношусь к ним резко, негативно, и мне кажется, что вообще, если бы их бы серьезно наказали, по моему мнению, да, то вот прекратились бы подобные, значит, подобные инциденты. А как вы, кстати, относитесь к пранкерам? Напишите, пожалуйста. Может, вы поддерживаете их. Может, наоборот, вы тоже против.
огурцы божественные. Хрустят так еще. Так что сейчас, кстати, очень много молодежи, которые хотят стать популярными быстро, да? И ради этого делают какие-то глупые вещи. Глупые вещи, чтобы стать популярным. Ну, это вообще бред, короче. Я уже забыл, у меня ждут помидоры еще. Какие вкусные. Сок выпиваем, да? Вкусные. Чай с сахаром. Следующий пошел, да? Да блин. Очень вкусно. Готовила мама. Тесто вообще офигенское. Просто. Удивительное тесто. Так что, возвращаясь к теме про популярность людей, да, что социальные сети, они очень классная вещь. Не социальные сети, интернет я имею в виду. И очень много людей, которые благодаря интернету, не имея там связи, не имея денег, да, стали известными. Но в то же время появляется появляются такие люди, которые хотят быстрой популярности. Ради этого готовы делать многое, да, на многое готовы, вернее. Прошу прощения. И действительно, это страшно, потому что
как показывали в картинках, что действительно, если человек будет тонуть, там его никто не собирается спасать, и это все будут снимать на камеру, и чтобы собрать лайки и там хайпануть, да, грубо говоря. Поэтому, поэтому печально. Пошел сегодня посмотреть петличку. Пошел, значит, зашел в один бутик. Ну, я говорю, есть у вас петлички, там все дела? Они говорят, ну да, есть. Показывает мне, я говорю, ну я вот собираюсь покупать, можно их проверить? И вот этот, ну, да, можно. А я как бы смотрел обзор на разные петлички в ютубе, ну не знаю, как их там собирать, разбирать. И как бы начинаю что-то там разбираться, это видно, не видно, это была продавец. И я что-то так пробую записать на сотку свою, да, видео там, чтобы звук был такой хороший. Не получается. Взял уже там у них переходник, значит. И, значит, настраиваю, не получается. Тут, значит, заходит хозяйка этого мобильного салона и говорит, и начинает тупо орать на свою, значит, продавщицу. Не просто говорит таким тоном, а начинает как орать, как потерпевшая. Вот так вот начинает орать. Я так смотрю на нее, думаю, вот, ну, весеннее обострение понятно. И он говорит мне, выговаривает еще, типа, а что вы собираетесь покупать? Я говорю, ну да, как бы, зачем тогда я буду смотреть? Не от того, что там мне интересно. Хочу купить, значит, да, зачем? Вот я, например, не понимаю людей, которые ходят там по торговым центрам, перемеряют одежду, там что-то смотрят, если у них в кармане нету денег. Вот я искренне этого не понимаю. И я ей говорю, ну вот я хочу приобрести, например, да, сегодня, да. Она говорит, все, до свидания, не надо мне ваши покупки. Хозяйка, я говорю, да, клиентоориентированность ноль. Так и не купил. Пошел еще в одно место. Звук записывает, как вот мои наушники от айфона. Но я думаю, зачем я буду тратить 6000 тенге, если звук у меня такой же от айфона, от наушников. Так что ищу наушники, эти, петличку. Я просто удивляюсь вот людям, которые занимаются торговлей. Блин, какие помидоры вкусные, а? Который занимается торговлей и считает, что вот если она хозяйка этого бутика, то она все. Она императрица мира, она королева вселенной. Но, блин, у тебя работа заключается в том, что ты строишь свой бизнес на том, что люди приходят к тебе и покупают ту или иную вещь. Если нет людей, ну нет твоего и бизнеса, значит.
Так будь любезна дать людям хороший, качественный сервис и за это получить деньги. Короче, непонятно. Сок. Чай кончился. Блин, реально вкусные и самса, и помидоры и огурцы. Ну просто огонь, как говорит моя знакомая. Огонь. Друзья, на этом все. Спасибо вам за внимание. Если я сегодня как-то не подготовлен, не ответил на какие-то вопросы, значит, какую-то тему не поднял, такую, там, скажем, да, интересную, извиняйте меня. Извиняйте меня. Так что пишите свои вопросы в комментах. Буду рад лайкам, подпискам. Значит, вот прям буду благодарен за вашу обратную связь. Все. Всем пока.